США отказали Зеленскому. РФ заявляет о новом наступлении ВСУ под Курском. Как Украина наносит удар, а союзник Путина бросает вызов Москве. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Активизация боевых действий. Москва готовит наступление на Харьковском направлении, а ВСУ поставили в тупик войска РФ под Курском. Срочное заявление. Кто против ТЦК? В Украине заявляют о воздействии России на украинцев с целью дискредитации представителей ТЦК. Что происходит? США отказали Зеленскому. Как в администрации Трампа ответили украинскому президенту на его просьбу и почему он говорит о страхе Путина перед переговорами? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Новая стратегия Путина. Теперь его армия нацелена не только на Покровск в Донецкой области, но и на захват большого города в Харьковской области. Речь о Купянске. Ранее РФ его уже контролировала в начале вторжения на протяжении 7 месяцев. Но ВСУ выдворили россиян в ходе Харьковской операции. Forbes пишет, что сейчас Россия бросает на это направление большие силы, но есть очень важное препятствие – река Оскол. Вопрос, падет ли Купянск во второй раз и когда, во многом зависит от того, сможет ли мощная первая гвардейская танковая армия России, 3 дивизии и 5 бригад, насчитывающие десятки тысяч военнослужащих, закрепить более прочные позиции на западном берегу реки Оскол. Для этого россиянам придется форсировать эту реку, и это возможно, ведь РФ уже продвинулась в районе населенного пункта Двуречная, и на этом отрезке фронта уже смогла перебросить некие силы через Оскол, что, вероятно, позволит расширить плацдарм, создав новую переправу. Украина наносит удар, ВСУ пошли в контратаку под Курском. Это признает российская Минобороны. Пишет, что это произошло накануне в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. В РФ заявляют о серии штурмов, которые якобы были отражены. Тем не менее, проблемы признает командир кадыровцев Алаудинов. Говорит, что ВСУ не смогут дойти до Москвы, но проблемы все-таки есть. Я так полагаю, что противник вынес очень хороший урок с того, что у него получилось, когда он попер в направлении спецназа Ахмат, и выбрал место, где он может ударить, чтобы там как раз наших подразделений не было. Хочу сказать, что наши соседи на том участке, 810-я, морпехи, десантники, пытаются отбить наступление противника, тоже заняты уничтожением противника, поэтому будем надеяться, что совместными усилиями технику максимально мы им нашими беспилотными отрядами поможем уничтожить. Термин «буссификация», означающий принудительную мобилизацию в Украине, при которой мужчин силой заталкивали в микроавтобусы, появился в лексиконе украинцев из-за россиян. В этом уверен начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Он хотел бы, чтобы данный термин исчез из жизни украинцев. Уверяет, что сейчас в Украине разрабатывается набор правил, которые придется соблюдать сотрудникам ТЦК при общении с военнообязанными. Сейчас мы наблюдаем целенаправленную информационную атаку, которая направлена на то, чтобы дискредитировать военнослужащих ТЦК, чтобы вбить клин между гражданскими и военными, чтобы посеять недоверие к военно-политическому руководству. Напомню, в Украине активно обсуждают последние события, связанные с ТЦК. Это и убийство представителя территориального центра комплектования и серия взрывов в зданиях ТЦК. Мнения в обществе разделились. Находятся те, кто оправдывает подобные инциденты, считая, что представители ТЦК довели людей до такого состояния своими методами мобилизации. В СБУ же заявляют, что за всеми случаями диверсий против ТЦК стоит Россия. Западная пресса при этом пишет, что истощенные войска Украины на передовой срочно нуждаются в подкреплении, однако все большее число украинских мужчин идут на многое, чтобы избежать призыва. Я поддерживаю идею мобилизации, потому что нам нужно защищать свою землю, но не таким образом. Это не демократично. Должны быть хорошие условия и хороший контракт. Вы должны освоить какую-то армейскую специальность. Когда вас мобилизируют принудительно, у вас нет выбора, кроме как быть на передовой.
Напомню, США неоднократно требовали снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет. Власти Украины пока отказываются это делать, акцентируя внимание на том, что военным нужно больше оружия на фронте, и компенсировать проблемы необходимо именно этим, а не возрастом солдат. США услышали требования Зеленского и отказали ему. Речь идет о передаче ядерного оружия Украине, а именно этого совсем недавно требовал Зеленский. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, если вступление Украины в НАТО затянется на годы или даже десятилетия, то кто будет все это время защищать страну? Каким будет пакет поддержки, задавал вопрос Зеленский, и именно тогда сказал, пусть дадут нам ядерное оружие. Отказал в этой просьбе Киеву новый спецпредставитель по Украине Кит Келлог, который хочет завершить войну в 100-дневный срок. Шанс на то, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между минимальным и нулевым. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет. Как ранее рассказывала команда Нехта, Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в обмен на гарантии безопасности от той же России, США и Великобритании в рамках Будапештского меморандума. Как вам такой ответ? Гарантий безопасности нет, ядерного оружия нет, а теперь еще и такой ответ. Что думаете о таких заявлениях и решениях? Пишите свои мысли в комментариях. Тем временем Зеленский накануне заявил, что Трамп пока не имеет официального плана по завершению войны, тем не менее Украина готова к переговорам, пока же только Путин ищет причины не идти на диалог. Пограничники Лукашенко патрулируют границу с Украиной с антидроновыми ружьями в руках. В Минске решили организовать пресс-тур для журналистов и показать, что происходит на госгранице в населенном пункте Новая Гута. Именно в этой точке часто происходят обмены военнопленными между Украиной и Россией. Военные Лукашенко рассказывают, что в последнее время ситуация на границе в целом изменилась. Обстановка контролируемая. Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так. Путин втянет Беларусь в войну. Об этом, напомню, накануне заявил также Зеленский. Он считает, что Кремль будет провоцировать другие страны, и это может быть либо Польша, либо страны Балтии. В Киеве считают, что весной, летом или осенью Москва разместит свои силы на территории Беларуси, что в дальнейшем и приведет к тому, что армия Лукашенко будет втянута в войну. Звездное небо может исчезнуть в пелене туманов, промышленного освещения и в целом из-за загрязнения воздуха. Астрономы заявляют об угрозе. Урбанизация поедает уникальное темное небо над Чилийской пустыней, всемирно известное своими идеальными условиями для астрономических наблюдений. Городская и промышленная инфраструктура наступают, тем самым драгоценная тьма, которая так важна для ученых, может исчезнуть. Причина в том, что Чили, являясь крупнейшим в мире производителем меди и вторым крупнейшим производителем лития, в последние годы активно расширяет горнодобывающие и энергетические проекты в богатом полезными ископаемыми северном регионе. Но основной угрозой может быть проект Инна – мегапроект по производству зеленого водорода и аммиака. Обсерватория Параналь расположена на горе с одним из лучших небес в мире благодаря стабильной атмосфере, низкой влажности и большому количеству ясных ночей в течение года. Работая здесь, мы осознаем важность этого места, но также и чилийское сообщество понимает, насколько важно иметь лучшее небо в мире. Из-за этого и зарубежные обсерватории, такие как Европейская Южная обсерватория, приезжают сюда и выбирают именно это место для установки своих телескопов. Неожиданный поворот. Некогда один из ближайших соратников Кремля подставляет подножку Путину. Азербайджан готовит иск против России, внимание, в международный суд из-за крушения самолета «Азал», сбитого российской ПВО в Чечне. Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АПА. В материале говорится, что даже после того, как был обнародован отчет о причинах крушения самолета, российская сторона не прекращает предвзятого отношения к инциденту. При этом азербайджанской стороне известны личности тех, кто отдавал приказы и открывал огонь. Кроме того, у Баку есть даже фрагмент ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета.
Условия Азербайджана и его желания известны, и они были объявлены на высшем уровне. Как уже отмечалось, в руках Азербайджана находятся и части ракет «Панцирь-С», которыми был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты, доказательства и проводится подготовительная работа по обращению в Международный суд. Ташкент возвращает миллионы долларов в страну. Представители Швейцарии и Узбекистана подписали соглашение о распределении конфискованных активов старшей дочери экс-президента Гульнары Каримовой. Именно в рамках этого соглашения практически 182 миллиона долларов вернут в Узбекистан, сообщает Министерство юстиции республики. Эти средства были незаконно получены отдельными гражданами Республики Узбекистан в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Каримовой, была произведена полная конфискация. Напомню, что Гульнару Каримову в Узбекистане в разные годы обвиняли в хищении и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, ее приговорили к 13 годам тюремного заключения по обвинениям в заговоре, вымогательстве, хищении, грабеже, отмывании денег и ряде других преступлений. Уголовные дела против Каримовой в Узбекистане были возбуждены после того, как она стала фигурантом аналогичных расследований о коррупции и финансовых махинациях в США и нескольких европейских странах. По данным следствия, Каримова получила взятки на сумму около 1 миллиарда долларов от телекоммуникационных и других компаний в обмен на предоставление лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.